Багаудин Манкеев занимается фермерством не один год. Выращивание клубники – это не первый его проект. Главное направление в хозяйстве – овощи. Помидоры, огурцы, морковь, баклажаны и перцы. Работа с землей приносит ему настоящее удовольствие. В этом году в первый раз я на нашей территории, в Республике Ингушетия, начинаю сажать клери. Клубника клери, сорт клери плюс А1. Это самый выносливый на сегодняшний день, и хорошо себя показал и зарекомендовал себя очень хорошо. Государство, как и сами предприниматели, заинтересовано в том, чтобы такие предприятия развивались. С этой целью выделяются субсидии и дотации фермерам. Багаудину Манкееву государство пару лет назад выделило землю, более 60 гектаров, для возделывания. На грант я еще ни разу не подавал документы, но я хотел бы сказать огромное спасибо нынешнему министру сельского хозяйства и главе фонда поддержки предпринимателей Киева Бабукру. Благодаря вот этим двум, благодаря второму Киева Бабукру, 2 года тому назад он мне оказал содействие для получения поддержки из фонда. Благодаря ему я сделал очень многое. Поставил хранилище, сделал теплицы. И сегодня могу спокойно выращивать свои овощи. Перед тем, как заняться разведением этой ягоды, фермер посоветовался с коллегами из других регионов и пришел к выводу, что такое занятие весьма выгодно. Клубнику можно назвать одним из самых благодарных растений. Если проявить немного внимания, подготовить подходящую для ягоды почву, обильно поливать и удобрять, урожай можно получать долгие годы. Перед посадкой обязательно, в обязательном порядке, и вот этот корень можно разделить на 3 куска. Здесь 3 здоровых посадочных материала. Здесь у нас акадиан, препарат, который не дает серой гнили, белой гнили и предохраняет от мучнистой росы. Корень нужно обязательно обмакнуть на пару секунд, и он уже все уже. Теперь его можно уже сажать, не боясь. Также в акадиане все необходимое микроудобрение. Это не химия, тут биопрепараты. В республике пока не так много специалистов, занимающихся выращиванием клубники. Поэтому Багаудин и решил взяться за выращивание этой ароматной ягоды. Тем более спрос на нее растет. Еще один плюс клубничного бизнеса – новые рабочие места. Это ощутимая поддержка для местного населения. На этом гектаре трудится бригада из 6 рабочих. Они должны высадить 44 тысячи клубничных кустов. Первый раз в жизни уже. В КФХ надеются, что совсем скоро их хозяйство сможет побаловать всех богатым урожаем сладких ягод. По плану фермера, жители республики с конца весны смогут насладиться клубникой сорта клери. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.